Вот этот телефон кто-то ведь придумал и совершил изобретение века. Приветствую всех вас, друзья, на нашем курсе по патентованию. Если вы хотите разбираться в области авторского права или оформления патента, то этот курс специально для вас. В нескольких выпусках я расскажу вам об особенностях патентования в Кыргызской республике и покажу на примерах, как это работает. Защита авторского права поможет вам защитить себя от пиратства и сохранить за вами право автора на инновационную идею. Сегодня мы поговорим о важности патентования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Для начала разберемся, а что такое патент. По сути, это охранный документ, который подтверждает авторство и монопольное исключительное право владельца на использование интеллектуальной собственности. Так вы сможете себя защитить от пиратства и воровства. Если проще, то запатентованная лампочка Эдисона принадлежит как изобретение только ему, а не мне, к примеру. Поэтому и нет лампочки фаната. А что это право дает? Патент дает право запретить использование вашей интеллектуальной собственности другими лицами. Это может быть изготовление, применение, ввоз, продажа, любые другие действия без вашего разрешения. По сути, это разрешение называется лицензией, в которой можно обговорить все условия. И ее нужно будет зарегистрировать в нашем случае в Кыргыз-патенте. Если же кто-то будет использовать вашу зарегистрированную собственность, то вы можете добиться выплаты компенсации или запрета подобных действий. Вот придумал я складной стульчик и запатентовал, а его кто-то нагло копирует, то я могу попросить компенсацию. Но при этом ваши действия ограничены только той страной, где вы зарегистрированы, и это важно учитывать, если вы пойдете на другие рынки с вашим стульчиком. Обязательно убедитесь в том, что он там тоже защищен. Теперь давайте посмотрим на 3 вида интеллектуальной собственности: изобретение, полезная модель и промышленный образец. Начнем с изобретения. Изобретение – это творческое техническое решение проблемы. К примеру, телескопы, с помощью которого мы делаем новые открытия и смотрим за звездами, являются изобретением. Изобретения появляются ответом на проблемы. Например, отец известного французского философа и математика Блэс Паскаля был сборщиком налогов и тратил много часов, чтобы вручную считать суммы. Его сын в итоге изобрел механическую счетную машину, которая помогла отцу быстрее и точнее считать. Изобретениями могут быть устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных и все, что поднимает уровень техники на новый уровень. А вот открытия изобретениями не считаются. Полезная модель, в свою очередь, это устройство производственного и бытового назначения. В отличие от изобретения, где патент охраняет способ и продукт, полезная модель гарантирует защиту лишь устройства. Как правило, это близкие понятия, но полезная модель по техническому уровню не признается изобретением. К примеру, в Южной Корее была запатентована зажигалка с открывалкой для бутылок. Изделие не самое великое, но новое и нужное. Тут важен критерий применимости. Промышленный образец – это, в свою очередь, декоративный, оформительский или эстетический аспект изделия. Это может быть техническое оборудование, транспортные средства, ткани и модели одежды, ювелирные изделия и игрушки, упаковка и мебель, посуда и пищевые продукты, графические символы и образы типографических шрифтов. Например, внешний вид ковра, ткани, посуда с рисунком или упаковочная коробка, дизайн автомобиля, колеса, упаковка чипсов, форма зубной щетки – все это являются промышленными образцами. И если промышленный образец – это неповторимый внешний вид, то полезная модель – это лишь конструкция устройства. Ну что ж, если вы решитесь на процедуру патентования, то задайтесь следующими вопросами. Но вот действительно ли моя разработка единственная в своем роде и сумеет найти свой спрос на рынке? Либо задайтесь таким вопросом: занимается ли кто-то либо подобным производством? Если же занимается, то на каком уровне и почему тогда у меня лучше? Даже если так, сумею ли я отследить незаконное использование? Кроме того, спросите себя, а в чем принципиальное отличие моей разработки от известных в мире? Сумею ли я до получения патента освоить выпуск изделия и, конечно же, его сбыт? Вы ответили на эти вопросы сейчас положительно?
Тогда что вы ждете? Нужно действовать и не ждать, пока кто-то вас опередит. Идите и начинайте регистрировать свой патент. Ну что ж, если вы решительные, то давайте теперь пройдемся по срокам и условиям регистрации каждого из перечисленных видов в Кыргызской республике. Патент на изобретение действует в течение 20 лет, считая с даты подачи заявки в Кыргызпатент. Патент на промышленный образец действует 10 лет, но с возможностью продления на 5 лет. Патент на полезную модель действует лишь 5 лет и может продлеваться только до 3 лет. Но все это действует, когда вы оплачиваете ежегодные пошлины для поддержания патента. Как же оформить право на изобретение? Во-первых, заявка на выдачу патента Кыргызской республики подается в Кыргызпатент самим же автором, либо работодателем, либо их правопреемником, или патентный поверенный через доверенность. Заявка должна содержать в себе следующие пункты. Во-первых, это заявление о выдаче патента. Можно скачать образец бланка на сайте Кыргызпатента. Описание, формулу, чертежи и любые другие иные материалы, как фото, например, со всех сторон, для, конечно же, понимания сущности вашей разработки. Обязательно реферат и для промышленного образца. Очень важно. Перечень существенных признаков. Описание разработки должно, конечно же, раскрывать его с полнотой. Например, если говорим об изобретении, то это область техники, уровень техники, указать известные уже аналоги, наиболее близкие, указывая их недостатки в сравнении, например, с вашим изобретением. Сущность, конечно же, изобретения, перечень фигур, чертежей и любых других иных материалов. Конечно же, сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения. Название должно соответствовать его сущности. Язык заявки может быть кыргызский или русский, но название, формула должны быть на 2 языках. Все материалы подаются в 2 экземплярах. А как составить заявку? Во-первых, можно скачать электронный бланк на сайте Кыргызпатента или же приобрести ее офлайн в общем отделе. В бланке заполните графы, касающиеся имени физического лица или наименования юридического лица, место жительства, местонахождения, наименование или код страны по стандарту. Нужно указать название, адрес для переписки, номер телефона и другие контактные данные. Сведения, например, о патентном поверенном, если, конечно, таковой имеется. В графе «Перечень прилагаемых документов» нужно указать количество экземпляров. Все это необходимо заполнить, чтобы с вами могли держать связь, и в нужный момент вы могли сказать «Я это все прикладываю». К заявке приложите документ об уплате пошлины за подачу заявки и проведение экспертизы или основания для освобождения от уплаты пошлины для уменьшения ее размера. По закону есть установленные нормы уплаты пошлины за патент. Для изобретения действуют следующие показатели. Например, подача заявки – это 40 расчетных показателей. Предварительная экспертиза – также 40. Проведение экспертизы по существу гораздо дороже – 150. А регистрация, публикация и выдача патента – около 50 расчетных показателей. Вот здесь же показатель зависит от установки правительства. Например, один расчетный показатель – это примерно 100 сом. Тогда подача заявки обойдется, например, в 4000 сом. Для промышленного образца показатели средние. Например, подача заявки около 30, предварительная экспертиза также 30, проведение экспертизы по существу 80, регистрация, публикация и выдача патента 50. Для полезной модели стоимость на подачу заявки дешевле, а экспертиза по существу вообще не нужна. Поэтому подача заявки составит около 15 расчетных показателей, а предварительная экспертиза 40, регистрация, публикация и выдача патента 50. Если говорить о льготах, то они предусмотрены для участников Великой Отечественной войны или лиц, приравненных к ним, а также лица с инвалидностью. Физические лица уплачивают лишь 10% размера пошлин. Некоммерческие организации, включая научно-исследовательские учреждения и вузы, также уплачивают 10%. Сама экспертиза для заявки занимает 2 месяца. Проверяется состав документов и правильность их оформления. Далее при положительном исходе уже проверяют на патентоспособность. По ходатайству заявителя может проводиться экспертиза по существу или не проводится. Для изобретения без экспертизы займет процесс где-то 10 месяцев, а с экспертизой 18 месяцев. Для промышленного образца без экспертизы 4, а с экспертизой 12 месяцев. Для полезной модели с предварительной экспертизы срок составит в 10 месяцев. Уже после этого Кыргызпатент выдаст вам патент.
ну или, например, откажет. Кстати, можно преобразовать заявку на полезную модель в изобретение и наоборот, но нужно это сделать до даты получения решения о выдаче патента. Ну что ж, надеюсь, вам стала понятна процедура подачи заявки и особенности изобретения, полезной модели и промышленного образца. Если же у вас вдруг остались вопросы, то вы всегда можете обратиться за бесплатной консультацией в сам Кыргызпатент. И может быть тогда кто-то из вас придумает точно такую же классную штуку и сделает невероятное открытие.